Ну, у нас сегодня собралась очень теплая компания. Вообще, я очень люблю теплые компании. И здесь присутствуют руководители и представители сразу двух коллективов. Но если, так скажем, начать с нас, меня зовут Татьяна Анатольевна Мачкасова. Я руководитель фольклорно-этнографической студии «Уклад». Занимаемся мы в Центре внешкольной работы «Поиск» в городе Самара. В этом году нам будет 15 лет. В нашем коллективе занимается несколько групп, от самых младших до школьного возраста, средний школьный возраст и старшие. Но есть такая еще практика, многие родители, которые приводят ребят, постепенно тоже очень, так скажем, очаровываются народным творчеством, традиционной песней и тоже входят в наш коллектив, в старшую группу. Практически все наши участники, ну, за исключением там младших еще малышей, конечно, обязательно ездят в экспедиции ежегодно и записываем, и, в общем-то, мы изучаем исключительно нашу Самарскую область. И очень радостно, что за последние десятилетия таких коллективов в Самаре стало уже много. У нас, так скажем, можно назвать это тоже таким в Самаре фольклорным движением. К нам присоединяются многие другие коллективы, многие другие участники, организовываются новые коллективы, выпускники, кстати, вот мои выпускники, организуют тоже фольклорные ансамбли, которые тоже в нашем фольклорном движении именно самарским фольклором занимаются. Поэтому, так скажем, мы за то, чтобы вот немножечко поднять Самару. Мы давно раньше этим, так скажем, Самару мало кто пел. Был коллектив, и он сейчас есть. Это ансамбль «Древо», наш замечательный коллектив, который такой родоначальник вот нашего самарского фольклорного движения, наши учителя, мы от них тоже многому научились, и они ездили всегда в экспедиции. Вот. А потом был большой перерыв, совсем не изучали Самару. И вот с 2013 года начались наши ежегодные экспедиции по Самарской области, что и, в общем-то, позволило нам изучать Самару уже, вот, так скажем, так плотно. Игровой фольклор, он, в общем-то, очень такой, границ у него, наверное, я не знаю, можно ли нарисовать игровому фольклору. То есть не те же игры в разных областях играются, даже не отследишь, откуда она пришла. Тем более наша Самарская область, она вообще собрала со всей России людей, когда, так скажем, росла, образовывалась. Поэтому здесь у нас очень много игр, нами записано много игр, много поцелуйных игр записано, меньше детских, вот таких вот детского фольклора меньше, так скажем, и нами зафиксировано, и до нас зафиксировано. Вот. Но все равно материал есть, и, конечно, мы руководители, всем руководителям, проводя, например, какой-нибудь семинар, мы их встречаемся, или какую-нибудь там конференцию, мы с ними обязательно взаимодействуем, со всеми руководителями. Конечно, мы приглашаем их в экспедиции. Лучше всего не самим поехать, например, а включиться в какую-то группу организованную, несколько человек, или, например, руководители только поехали, когда уже все организовано, уже все поставлено дело, и они просто участниками являются, просто наблюдателями. Даже если они не будут работать в экспедиции там, с первого раза, они просто хотя бы понаблюдают. Естественно, они увидят и обогатятся тем материалом, они его, так скажем, себе получат в свою копилочку и будут с коллективами. Конечно, мы стараемся тот материал, который привезли из экспедиции, обработать и выпустить. Вот сейчас буквально, а можно вот эту книжечку, Артем, я тебе попрошу? Сейчас буквально вспомнила. Это пилотный вариант, такой пилотный экземпляр первый. Вот такой вот хрестоматии, моей хрестоматии. Самара город небольшой, здесь традиционные песни Самарской области, но сюда входят и игры. Это я к тому, что вот, скажем, сборник, который в помощь руководителю, пожалуйста, здесь есть ноты, здесь есть тексты и ссылка на аудиоприложение, в котором помещены все аудиозаписи именно экспедиционных полностью. Пожалуйста, если вам трудно ноты воспринимать, вы можете со слуха, что лучше всего с голоса слушать. Это вам расшифрованные тексты, если вы не понимаете, например, о чем поет бабушка. Поэтому вот такие пособия сейчас в работе у нас их несколько. Вот одно вышло, следующее мы планируем по колыбельным песням, следующее будет по играм. Наверное, вот в тему, так скажем, нашу сегодняшнюю будем планировать расшифровать игры. Поэтому мы стараемся сделать все возможное, чтобы вот этот вот репертуар, который мы собираем в экспедиции, чтобы он не лежал мертвым грузом, чтобы мы поскорее его и показывали со сцены, и публиковали в сборниках, в общем-то, и выкладывали в интернете.
ну, в общем, делаем все, чтобы этот фольклор, чтобы эти игры, они нигде не потерялись, не лежали на полочках, они служили сегодня всем нам. Игра вообще очень многому может научить. Она может научить выигрывать, она может научить проигрывать. Это тоже все в жизни пригождается. Она готовит ребенка, так скажем, она распевает ребенка, потому что все игры музыкальные. Она раскрепощает ребенка, потому что он двигается и, так скажем, не только в движении, он еще и играет, и двигается. Он находится в естественном своем интересе, в естественном состоянии, и его мышцы, так скажем, с одной стороны приходят в тонус, но с другой стороны они расслабляются, снимаются зажимы, которые влияют и на вокальные зажимы, да, ребенок становится свободнее петь, свободнее проявлять себя, и это развивает, это распевает его, разогревает, он становится самим собой, да, вот он заходит в класс, пока еще он еще он еще дома, он еще закрытый, а игра выводит его, так скажем, вот он здесь, вот он раскрылся, вот дальше можно, учите меня дальше, да, я готов. Игра, она вообще свойственна для всех возрастов, вот даже взрослые, заведите сейчас взрослых поиграть, по-настоящему поиграть, они будут как дети. И сколько бы мы игр не проводили и со взрослыми, и с детьми, и совсем со взрослыми, не детьми, я имею в виду, люди раскрепощаются, люди становятся самими собой. И мне кажется, это самое большое, так скажем, вот это состояние, когда человек может расти, когда человек может чему-то научиться, когда он, естественно, творит, когда он проявляет себя, он растет, он может развиваться. Мне кажется, это самое главное, то, что заложено в игре. Вот, поэтому, конечно, игра и в нашем коллективе занимает большое место, и дети с удовольствием играют. Не всегда мы начинаем. Иногда дети маленькие, если они какое-то время сидят, да, они могут посидеть, что-то, пока как бы минут там 15-20, они могут усидеть, с ними можно что-то такое вот выучить, разучить что-то, да, как только 20 минут прошло, форму надо менять, надо встать, поиграть, подвигаться. Просто если мы играем, мы по-настоящему с шумом, с гамом, иногда бывает, что после этого нам трудно уже там посадить и чему-то там научить, какую-то песенку разучить, еще что-то. Сейчас мы, например, вот в Поволжском православном институте скоро будет конференция, и мы хотим подготовить одну студентку, они еще там только первый курс набрали, мы отделение открыли, и тема будет, конечно же, педагогическая, потому что направление вуза педагогическое. Тему разрабатываем «Фольклорная переменка». Дети действительно сейчас потеряли уже многие игры. Я вот вспоминаю себя, мы на переменках себя организовывали. Мы играли в резиночки, мы играли в классики, мы играли там, и у нас куча была игр. Сейчас дети не знают этого, они просто лишены этого. И поэтому сейчас вот тоже разрабатываем проект «Фольклорная переменка». То есть вышли, поиграйте. То есть вот набор игр, который элементарно может постичь любой педагог, да? Даже если она не музыкальная игра, но она детям нравится, она организует, она их, так скажем, позволяет им отдохнуть, переключиться. И проведите с детьми в коридоре фольклорную переменку. Пусть это будет там пятачками в разных частях, например, школы, да? Но они вышли, и они уже в игре, они уже в действии, они уже переключились. Звонок прозвенел, все, побежали все, грубо говоря, ну дальше там на уроки. Но ту игру, которую показали наш коллектив, «Уклад» показывал вечерушную поцелуйную игру «Я на стульчиках сижу». Она записана Носковым Александром Кузьмичем. Это в 60-х годах он записывал этот материал, эти игры. Записал он в селе Тяглое озеро Пестравского района Самарской области. Игра исполнялась на вечерках, могла на вечерках, так скажем, этих зимних исполняться, могла на свадебных вечерках тоже вполне исполняться. В чем смысл? На стульчике или на лавке, ну что было, так скажем, садилась девушка, и, в общем-то, в играх всегда действие происходит по песне, там в песне все рассказывается, что кто должен делать. И садится на стульчик девушка, ждет, когда к ней подойдет парень. Тот парень, конечно, который, так скажем, на эту девушку положил глаз. И вот он выходит, садится, они, значит, вот проявляют какую-то симпатию друг к другу, смотрят, так скажем, видят друг друга. В песне говорится о том, что там он дарит ей жемчужное ожерелье. Это может быть жемчужное ожерелье, это может быть конфетка, это может быть еще что-то, это может быть там
какой-то знак внимания любой, который молодой человек там захотел преподнести своей девушке. Вот. И после этого они разворачиваются друг от дружки, там идет текст, что они до свидания, прощай, значит, ну, не буквально, конечно, они разворачиваются спиной друг к другу, и песня на этом заканчивается, и беседа вся считает раз, два, три, после этого они должны повернуть головы либо вправо, либо влево. Если они поворачивают в одну сторону, значит, они после этого целуются трижды. Если они в разные стороны, значит, поцелуя не случится, да, расходятся в разные, так скажем, вот песня заводится заново, и следующая девушка садится на стульчик и ждет своего следующего, ну, в смысле, своего ухажера. Я на стульчиках сижу, рубля перышек держу, пишу милому запись, слезы катятся, пишу милому запись, слезы катятся, люди башни берут нежелательно, создай Боже, помоложе мне хорошенького, создай Боже, помоложе мне хорошенького, чтобы горечь не пил, папирос не курил, постоянно меня милой поцелуями дарил, постоянно меня милой поцелуями дарил, да и кто ж меня любит, с места встань, рядом сядет, с места встань, рядом сядет, и ложится на груди, с места встань, рядом сядет, и ложится на груди, ну уж ты душка, душа, чем ты очень хороша, я жемчужные жили, я надеваю на тебя, я жемчужные жили, я надеваю на тебя, но затем душа прощай, приду в гости, угощай, жаль гусенка, поросенка, волочи его на стол, жаль гусенка, поросенка, волочи его на стол, раз, два, три, о, молодцы, молодцом. А я на стачках сижу, Ну а если касается вопроса все-таки не коллектива, когда разучивается песня и повторяется много раз, и пропадает, ну или игра, да, и пропадает вообще смысл игры, а она просто демонстрируется как игра, да, то есть там уже, ну, предсказуемо все. А если взять, например, опять же, вечерочную тему, когда с детьми ты проводишь, конечно, там вот этот интерес, кто выйдет, там, например, кто поймал платочек, да, мальчишки ловят, например, в какой-то там игре платочек. Ты теперь идешь, выбираешь девушку. Тут, конечно, все смотрят, какую же девушку он выберет, какую он, так скажем, выведет и поцелует, и какую там следующий выберет. Поэтому, то есть, самое естественное, это, конечно, когда ты вживую играешь с детьми, не просто там для сценического какого-то или просто там разучивания там, репертуара, а именно игра, как, в общем-то, это и было. Поэтому здесь вот этот интерес полов, он, в общем-то, определяет интерес в жизни, интерес в фольклоре, во всем. Это всегда лирической песни касается, игровой песни касается всего. То есть если это есть интерес, скажем, парней к девчат, в общем-то, ради чего все? Все ради любви, и ради интереса, и ради, в общем-то, в этой любви всей жизни. Как транслировать фольклор? Как вот что-то неизменное или что, во что я могу какое-то изменение привнести от себя лично? Я считаю, что мы люди свободные, раньше жили люди свободные, и себя через эти песни проявляли, и себя находили в этих песнях, и разговаривали этими песнями, жили этими песнями. Сейчас раньше вообще мало разговаривали. Ну, говорили, психолога не было, пели, да, и пели по-своему, и пели от себя, и не от кого-то, да, они перенимали песни от своих там предков, от бабушек, от все точно так же, но они пели себя, и мы точно так же должны, как мне кажется, петь себя. Мы должны изучить этот язык, этот традиционный язык, этот, так скажем, вот этот вот и диалект, и язык, но не для того, чтобы его просто повторять, а для того, чтобы на нем научиться разговаривать, на нем выражать себя, свои мысли, свои чувства, свои эмоции, чтобы это жило, а иначе это, как бы вот, если не касается человека, если не затрагивает человека, ну что это, магнитофон, что ли, который просто передает запись, чужие мысли, чужие эмоции, если я себя не включаю. Мне кажется, мы обязательно должны в этот творческий процесс включиться. А ради чего тогда все это? Я хочу потворить, я хочу песню петь, и там поимпровизировать, там помыслить, повзаимодействовать, послушать, что ты скажешь здесь, послушать это, покайфовать, насладиться этим.
Мы на репетициях вот только так занимаемся, то есть не вот там что-то там мы к концерту готовим, чтобы было чисто, чтобы было стройно. Нет, мы все вот в творческом процессе наслаждаемся этим процессом репетиционным. Это действительно так, вот Даша подтвердит. Но все равно Вот. не изобразишь Поэтому, даже да, поэтому и первоначальный иногда мы вариант иногда мы отходим от этого первоначального варианта, но когда мы уже чувствуем, куда можно, где можно что-то прибавить, где мы имеем право, мы поняли этот язык, вот здесь вот можно поварьировать, вот так можно спеть, вот так можно спеть аккуратно. Конечно, для этого нужно изучать этот язык, спеть не один десяток песен для того, чтобы понять его, но не для того, чтобы просто их протранслировать мимо, как бы мимо себя пронести и все. Ну, во-первых, я считаю, что каждый человек, так скажем, являясь потомком своих предков, да, то есть он, вот как мы историю, например, изучаем, мы же изучаем историю, нам она важна, нам она нужна, мы без истории, вот представляете, что мы не знаем историю своего государства. То есть, ну кто мы такие, мы ничего не знаем вообще, кто мы, откуда мы. Точно так же, да, точно так же и свои традиции, как историю, должен знать, как мне кажется, каждый человек. Мне кажется, он должен иметь в своем гардеробе свой национальный костюм, он должен его носить на праздники. Кстати, так делает вся Европа. Приезжаешь в Европу, и на все праздники все европейцы наряжаются в свои национальные костюмы. У них нету к этому ни антагонизма, ни отвращения, ни насмешки, ни ухмылки никакой. У них есть не просто уважение, а это является нормой бытия. Они не оторваны от этого. У нас был достаточно тяжелый период, когда нас отрывали от наших корней, поэтому мы сейчас терпим вот такое, что мы вот искусственно пытаемся, так скажем, вернуть в себе, как бы вот разбудить в себе свои корни. Но как только входишь вот в эту музыку, вот одеваешь на себя этот костюм, становишься частью, ты понимаешь, что ты становишься частью чего-то огромного, такого, которое идет корнями в глубину. Это твоя защита, это твоя какая-то опора. Ты понимаешь, что ты не один, что ты являешься частью чего-то очень большого, мощного. Не только в глубину, но и, так скажем, вот рядом. Поэтому национальная культура, она должна быть обязательно передаваться, и каждый человек должен быть носителем этой культуры, преемником этой культуры. И он должен знать и петь, и не то, что должен, ну вот так было всегда. Поэтому, когда бы он ни коснулся этой культуры, лучше, если он коснется настоящей культуры, не подделанной, не украшенной, не какой-то там бутафорской культуры, а настоящей. Вот именно когда с настоящей культурой человек сталкивается, в нем просыпается, пробуждаются вот эти корешки, которые в нем, может быть, спят, может быть, он об этом не знает. И вдруг он чувствует, что что-то его влечет в эту культуру, что-то как-то хочется тоже пойти и петь. А можно я пойду петь? Надо сказать, что пение – это такая потребность естественная для организма, которой сейчас вот многие лишены. Поэтому пение, особенно артельное, ансамблевое пение вместе, да, раньше же пели, и мамы наши пели, и не только бабушки, но и наши компании, ну, пели, может быть, не фольклорные песни, но, во всяком случае, пели, группово пели. Поэтому это большая необходимость и большая польза для организма. Не то, что для физического организма, конечно, для души, потому что в этих песнях очень много, может быть, старинного и непонятного, но зато эта песня сближает, зато эта песня раскрепощает, зато в ней можно порадоваться и можно погрустить, она проходит через тебя, и она как психолог действует, воздействует, она снимает стресс, она позволяет отдохнуть и так далее, то есть это целый мир. Поэтому я всем желаю в этот мир когда-никогда войти, попробовать примерить на себя, не просто быть зрителями, слушателями, со стороны наблюдать, не прочувствуешь это, бесполезно, надо быть внутри, и тогда почувствуешь какой-то кайф. Вот так вот. Oh,